Если ты не будешь ухаживать за стадом овец, которые доверил тебе хозяин, и вернешь его обратно растрепанным, неухоженным, изголодавшимся, предстанешь ли ты перед этим хозяином возвышенным? Нет. Будешь ли ты перед ним униженным? Да. Если хозяин этого стада захочет, он тебя накажет. Если захочет, заставит возместить ущерб. А если захочет, простить тебя. А если ты будешь ухаживать за стадом овец и вернешь его сытым, сохранным, ухоженным, сохранишь от волков, сохранишь от пропастей, выполнишь работу без недостатков, будешь пасти на хороших лугах и умножишь его, предстанешь ли ты перед этим хозяином возвышенным? Да. Что сказал бы хозяин этого стада? Он воздал бы тебе благом. И потому то тело, те 360 частей тела не даны тебе, чтобы ты пас их во слушании Аллаха. Ты паси свои 360 частей тела в местах поминания Аллаха. Ты паси свои 360 частей тела в увеличении богобоязненности. Знаешь ли ты, на что похоже тело, не поминающее Аллаха? На большую высохшую ветку плодоносного дерева, которая растет посреди твоего двора и вот-вот упадет. И после того, как ее спилить по причине того, что она навредит кому-то, на что она тогда будет годна? А годна она лишь для костра. И ты не дай своим частям тела высохнуть, не поминая Аллаха. Не дай своим частям тела высохнуть, не поминая Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я похож на человека, который сидит возле огня и кричит вам: не входите в него, а вы входите в него». Мы же еще ничего не прошли. Мы же еще не умерли. Мы же должны пройти через могилу. Нас же должны воскресить. Мы же должны пройти площадь Махшар, должны стать перед весами деяний, должны пройти мост Сират. И только после того, как мы войдем в рай, мы можем вздохнуть со спокойствием. И поэтому, когда пророк, алейхиссаляту вассалям, наткнулся на смеющихся людей, сказал им: «Отчего вы так смеетесь? Клянусь Аллахом, если бы вы знали то, что знаю я, то вы меньше смеялись бы и плакали бы больше». И это правда. Мы должны прилагать усилия, мы должны жить, мы должны быть сильными, мы должны получать знания, любые знания, будь то архитектура, строительство, медицина. Мы должны быть примером, у нас должен быть благой нрав, у нас должно быть мужество, у нас должна быть смелость. И вот это должно быть у нас. Конечно, все это не соберется в одном человеке. Ты делай одно, ты делай второе, а ты делай третье. Все мы мусульмане, единое целое. Все мы братья. И Аллах сказал в Коране, что все мы братья. Да привит Всевышний Аллах нам любовь к Нему.